Мы живы, пока нас помнят. Валентину Иванову, собственного корреспондента агентства «Тартас» в Чувашии, знает все журналистское сообщество. Свою трудовую деятельность она начала репортером на Чувашском радио. Проработала там 20 лет. Именно Валентина Андреевна вела первые репортажи о полете в космос Андриана Николаева. Журналист и писатель, летописец, хотя и не родилась в Чувашии. Десятки книг она сложила про республику и ее жителей, про Чебоксары. Валентина Иванова и не стала в 2015 году. Сегодня ей исполнилось бы 85 лет. В Чебоксарах в день рождения Валентины Андреевны торжественно открыли памятную мемориальную доску. Проспект Ленина, 11. Именно здесь, в центре Чебоксар, жили супруги Ивановы Валентина Андреевна и Михаил Иванович, тоже известный журналист и писатель. Вслед за ним Валентина Андреевна и приехала в Чувашию. Наше знакомство с ней состоялось, когда она работала собственным корреспондентом и «Тартас», а я собственным корреспондентом Всероссийской государственной телерадиокомпании «Чувашия». Работала на программу «Вести» на Радио России. Вы знаете, я сразу почувствовала плечо друга. Постоянные пресс-конференции, выезды на особо важные события, происходящие в республике. Надо было успевать везде. И мы были с ней как два друга. Она помогала мне, я помогала ей, чтобы быстрее наши материалы ушли в Москву, и вся страна узнала о том, что происходит у нас в республике. Талантливая во всем. В каждой строчке Валентины Андреевны была любовь к чувашской земле, к тем людям, которые здесь живут. У нее был свой неповторимый почерк в журналистике. Для нас просто большая честь вернуться сегодня в город Чебоксары, в Чувашию. Для тогдашнего телеграфного агентства Советского Союза сейчас просто ТАСС очень знаковой фигурой, авторитетной фигурой была Валентина Андреевна Иванова. Знаете, у нас руководство главной редакции «Союзной информации» в свое время говорило: да чего вот молодежь учить писать? Вот идите и читайте Иванову. Идите в архивы, читайте Иванову за все годы. Приходите, если прочитаете, научитесь. Не прочитаете, силы не хватит, значит, вы не в той профессии находитесь. Валентина Иванова 27 лет посвятила работе собственным корреспондентом ТАСС и внесла огромный вклад в развитие региональной журналистики. Она заложила подходы и традиции, на которые и сегодня ориентируются те, кто только учится выверять слова и тексты. Такие яркие личности, такие звезды, как Валентина Андреевна, как раз позволяют нам порою, наверное, с одной стороны, почувствовать нашу уникальность, с другой стороны, объединиться и сделать рывок, сделать очень значимый вклад, сделать очень нужные, необходимые вещи. Многие годы Валентина Андреевна возглавляла чувашское отделение Российского детского фонда. Ей было действительно не все равно, мне кажется, вообще на все, что происходит. И все, что она делала с этой активной позиции, будь то детский фонд, будь то профессия, будь то общество «Друзья Акцинова», где она принимала активное участие, будь то еще какие-то проекты, будь то книги. И вы знаете, я уверена, что то, что она делала, эту профессию, журналистскую, я уверена, что она считала это не просто профессией, она считала, что это ее служба, служение Отечеству. Она до последнего момента продолжала служить любимой профессией и всегда была на острие важнейших событий эпохи. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Павел Редков, Республика.